В моих руках находится дубликат петиции на имя министра образования Казахстана, которую 22 апреля утром подписывали взволнованные родители учеников школы-гимназии номер 35 города Алматы. Неделю назад, или чуть больше, 13 апреля, шестиклассникам этой школы был предоставлен тест на уроке биологии под названием «Что вы знаете о СПИДе?». При этом детям предлагалось опровергнуть или подтвердить ряд утверждений, одно из которых, например, звучало так: «При оральном сексе нужно пользоваться презервативами». Материал об этом тесте опубликовал местный веб-сайт 365info.kz и вызвал скандал. Появилась версия о том, что этот тест не был одобрен Министерством образования Казахстана и ранее использовался в России. Нюанс в том, что родители, пришедшие сегодня, чтобы поставить подписи под петицией, выступают не против, а в защиту директора Ольги Прокопьевой и учителя биологии Ольги Сидоровой. Они считают, что в отношении педагогов могут начаться репрессии. В частности, их могут уволить за этот злополучный тест. Представители Министерства образования фигурирует в их доводах следующие фразы: что слишком долго она работает, что у нее замылился глаз, что она уже знает, что у нее педагоги хорошие, она им доверяет и не требует с них, ну, будем так говорить, с кнутом, что она больше пряником действует со своими педагогами, что у нее там дружеские отношения в коллективе установились, что это ненормально, что она должна контролировать, жестко контролировать и так далее. Вот посыл, на основании которого, значит, собираются убрать директора. К 10 часам утра подписей под петицией было уже более 540. Однако взрослые говорят, что это далеко не предел, и сбор подписей будет продолжаться. Кроме того, надо отметить, что существует некий лист с детскими подписями. Ученики тоже выступают в защиту директора. Правда, сколько подписантов там, точно установить не удалось. Текст петиции группа в уведомительном порядке отнесла к главе отдела образования Медеуского района Алматы Агайше Сапаровой. И Агайша Сапарова вышла на открытый диалог с родителями. Давайте посмотрим, что там говорилось. 1 сентября, когда родители и дети придут в школу, какой директор будет встречать нас в вступительной речи? Ольга Александровна. Хорошо. Она сейчас действующий директор. Вчера вам Елена Ганимовна говорила. Да. На сегодняшний день, извини, пожалуйста, Юля, она действующая, а на будущий год она будет действующей? Знаете, я даже не знаю через час со мной что будет. Поэтому я гарантировать что-то не могу. Но она сейчас на сегодняшний день действующий директор. Как объяснила родителям глава отдела образования Медеуского района Алматы Агайша Сапарова, этот тест не был утвержден Министерством образования Казахстана. И теперь проводится проверка на предмет того, как тест 1994 года, выпущенный в Нижнем Новгороде в России, оказался в методических материалах у преподавателя. Правда, у самих родителей по следам скандала к проверке тоже возникли вопросы. В ходе проверки были не совсем корректные методы, да, узнавания той же самой информации. То есть к мальчикам были родители сегодня в 8 утра, которые приходили и говорили, к мальчикам подходили, дергали за рубашки и говорили, что это за вид. Вы знаете, очень грубо провели, оказывается, вот эту отношение проверку. к детям. Мы Очень родители, грубо, агрессивно. мы, естественно, Запирали детей, запрещали выходить на перемены. Педагогов прям при детях. Унижали педагогов Да. при учениках. Вы недостойны работать в этой школе. Замечания Это разве так лишние. Я Это вот же часть индивидуально этой всё. проверки видела. Сама там люди очень компетентные из методического кабинета, из управления образования, главные специалисты, были директора школ и были завучи. Так что они не первый год в школе работают, они школьную работу очень хорошо знают. Сейчас Ольга Прокопьева находится на больничном. Официально с должности она не уволена. Когда родители уходили со встречи с Агайшой Сапаровой, Ольга Прокопьева, наоборот, туда подошла и принесла заявление о том, что на время ее больничного выполнять функции директора в школе будет ее заместитель. Надо, правда, сказать, что на двери ее кабинета уже снята табличка с именем Прокопьевой. Представители временных властей в школе пока от комментариев отказываются. Запуганные учителя в школе были запуганы. Им четко было сказано, я это 100% знаю. Им сказали, сидите, учителя, тихо, не высовывайте нос
Иначе вам всем будет плохо. Надо сказать, что у директора школы и учителя биологии комментарии взять не удалось. Однако мы смогли взять комментарий у мамы шестиклассницы, собственно, с публикации теста которой и начался этот медиарезонанс. Во многом он начался, может быть, и потому, что мама этой шестиклассницы работает как раз на том самом сайте 365.info. Поскольку я работаю в редакции, у нас тут Open Office Newsroom, я сказала: о, смотрите, что мне Лия прислала. И эта тема журналистов заинтересовала. И я написала родителям в чат, что, уважаемые родители, принято решение готовить материал по этой теме. Потому что я считаю, что это вопиющие факты. Примечательно, что сама Зоя Леонович тоже подписала петицию в защиту директора, потому что, по ее словам, цитата, не является сторонником радикальных мер. В то же время детский психолог Оксана Чоплак утверждает, что появление таких тестов в век высоких технологий в школах – это вполне себе нормальный процесс. Правда, задачу таких заданий, ответственность все равно несет преподаватель. Ну, я считаю, что это вполне нормальный процесс, потому что дети, так как они у нас уже активно пользуются интернетом там, лет 7-8, да, очень активно. И благодаря этому они знают все обо всем. Поэтому таким образом, информируя ребенка, мы, я думаю, можем его защитить от последствий. Я думаю, что учитель по биологии, наверное, зная свой предмет и зная психику своих детей, то есть примерную информированность на эту тему, поэтому и предложил такие тесты. Остается добавить, что родители, собиравшие сегодня подписи под петицией министру, намерены идти и в другие инстанции для защиты директора школы-гимназии. В частности, сегодня в разговоре с главой отдела образования Медеуского района Алматы Агайшой Сапаровой был поднят вопрос о том, что в ближайшие дни якобы будет инициировано заседание парламента по этой теме. Правда, какие депутаты и в каком контексте будут обсуждать эту ситуацию, родители точно сказать не могут, поскольку этот вопрос в их компетенцию не входит. Вячеслав Половинка, Санат Нурбеков. Специально для Затыка.